Какой у тебя велосипед! Красивый, блестящий. Дай покататься, а? Нет, не дам. Ты его поцарапаешь. Я не поцарапаю, я буду аккуратно. Не дам. Ну и ладно. А я пойду сейчас смотреть сказку на ночь. А сегодня будет сказка про велосипед. Таких не бывает. Бывает. Пойдем со мной. Посмотришь и узнаешь. Пошли. Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня я прочитаю сказку Елены Велиной «Велосипед». Разные бывают на свете велосипеды. Для гонщиков прочные, с блестящей сталью. Или нежно-розовые, или небесно-голубые, для любопытных непосед. А есть даже велосипедики для самых маленьких наездников. Разноцветные, похожие на фантики от конфет. А наш велосипед был самым обычным велосипедом. Таким же, как и прочие. Было у него два колеса, переднее и заднее. К переднему был приделан прекрасный крепкий руль, а к заднему – педали, которые мгновенно набирали скорость или могли в нужный момент притормозить. Так как руль был у переднего колеса, именно оно считало себя самым главным. У заднего-то всего и есть что педали. Пусть прибавляет скорость или тормозит. Тоже мне важная задача. Считала переднее. Может быть, так и надо. Думало заднее колесо. Ведь не всем же быть всегда первыми. Кто-то должен и сзади плестись. Так они и ехали. Заднее колесо старательно крутило педали, прибавляя скорость. А переднее выруливало то направо, то налево по узкой дорожке. Выезжал велосипед на прогулки часто. И стоило им только куда-то отправиться, как переднее колесо всегда начинало подгонять своего товарища. Эй, ты, заднее, поторапливайся. Смотри, размечтаешься, опоздаем. Куда же ты так торопишься? Мы же никуда не опаздываем и можем ехать размеренно. Ты что? Надо всегда торопиться, иначе можешь опоздать. Или что-нибудь случится. Да что случится? Давай работать в обычном нашем темпе. Тогда не надо будет ни на тормоз нажимать, ни газовать на поворотах, ни детальки терять. Заднему колесу очень хотелось посмотреть по сторонам. Небо было ярко-синее. Осенние листья желтели и краснели вдоль дорожки, а трава на обочинах изящно склонилась над капельками росы. Роса искрилась, переливалась всеми цветами радуги. Но переднему колесу было некогда все это замечать. Оно очень спешило. Надо торопиться. Везде и всегда. Как бы нам не разбиться. А ну-ка давай, крути педали. Крути быстрей. Поворачивайся. На этот раз они благополучно добрались до цели. И стоя у теплой стены маленького деревенского домика, велосипед отдыхал после трудной пробежки. Вечно ты отстаешь. Ну нет у тебя никакой расторопности. Плетешься все время сзади. И почему я должно тебя все время тащить вперед? Заднее колесо только молчало. Возразить ему было нечего. Если бы не я, мы бы даже не тронулись с места. Так бы и торчали целый день дома. И на это заднее колесо ничего не ответило, но решило впредь не ударять в грязь лицом. И вот на следующий день, только выехали они с утра на прогулку, передняя, как всегда, куда-то заторопилась. Эй, заднее! А ну-ка давай, поднажми! Ну быстрее, заднее, гони! Еще быстрее, крути педали! И тут блямс! После очередного виража рулем передняя не совладала с управлением и врезалась в ближайшее дерево. Блюмс! Ой-ой-ой-ой-ой! Что случилось? Что произошло? Я ничего не успела понять. Мы врезались в толстое дерево. О, какой кошмар! Ну, давай попробуем выбраться отсюда. Но оказалось, что это не так просто. Переднее колесо было сильно покорежено, и теперь оно было похоже не на 0, а на цифру 8. Ох, как нам не повезло! Ну как же мы теперь доберемся домой? Это все из-за того, что ты слишком опрометчива. Вот всегда ты куда-то рвешься, даже не подумав, надо туда ехать или не надо.
Может быть, надо посмотреть сначала, куда ты ломишься, а потом только рулить? Сначала надо подумать, направо тебе или налево, прибавлять скорость или нет. А может и тормозить пора, пока не поздно. Если долго думать, то мы не успеем никуда. Мы всю жизнь пропустим мимо. Так и будем кряхтеть на одном месте, буксовать в одной канаве и никуда не попадем. Да, мы как раз попали кое-куда, в переделку. И переднему оставалось только промолчать. Домой они вернулись совершенно побитыми. Пришлось переднее колесо отдавать в починку. И надолго оно там застряло. А заднее колесо в это время висело в темном сарае без дела. Оно грустило и думало. Ну вот, как же теперь быть без переднего? Кто будет указывать нам путь по дорожке? Кто будет рулить? А может быть, и ничего страшного? Может, я и одну могу покататься? Ну, подумаешь, нет переднего. Зато вон у меня какие крепкие педали есть. Скорость набрать я могу. Двигаться умею. Дай-ка я покатаюсь. И попробовало оно покататься. Одно. В темноте старого сарая. Бум, шкляп, шлеп. Ой-ой-ой, какая неудачная попытка. Опять я куда-то врезалась. Заднее колесо врезалось всего-навсего в угол. И оказалось, что без переднего колеса заднему ездить совершенно невозможно. Да и неинтересно. Ладно, подождем, когда вернется из починки переднее. А там уж и видно будет. И стало заднее колесо дожидаться. Ждало оно достаточно долго. И, наконец, переднее колесо вернулось. Довольное, хорошо надутое, с блестящими спицами. От него пахло машинным маслом. Ух ты! Как там тебя отладили! Отлично выглядишь! Да, могу похвастаться, как меня в салоне выпрямляли, и красили, и надували. Но, собственно говоря, ездить по дорожкам интереснее, чем рассказывать. Давай завтра куда-нибудь отправимся. Отличная идея! Сначала ему стало немного завидно, что передняя вернулась из починки таким героем, да еще и настоящим красавцем. Но оно тут же напомнило себе, каким побитым оно туда уезжало. К тому же теперь два колеса были снова вместе, а это значит, что они могли снова исследовать разные уголки леса. И наутро они запланировали путешествие по лесу к дальнему оврагу. Выехали они с позаранку, выбрались на дорожку, но вместо того, чтобы любоваться самыми яркими осенними листьями и увядающими травами, переднее колесо опять принялось за свое. Эй, давай быстрее! Крути педали, задние! Ничего себе! Ничего его не перевоспитает. Но все-таки ему было радостно, что они опять вместе. И заднее припустилось, что было сил. Оба колеса быстро покатили в самую чащу леса. Давай, задние, гони! Что-то ты от меня вечно отстаешь. Никогда не бываешь впереди. Вперед! Быстрей! К несчастью, переднее колесо опять так разогналось, что совершенно не увидело опасности. А перед ним был крутой обрыв. И тропинка подходила по его самому краю. Осторожней! Но было уже поздно. Переднее колесо опять потеряло управление. Оно сорвалось с дорожки, заскользило к самому краю обрыва. Ой-ой-ой-ой-ой, держись! Но на этот раз им повезло. Заднее колесо успело зацепиться за корни старой сосны. Как это было удачно, что они туда не свалились, в эту пропасть. Передняя с ужасом смотрела, как с обрыва скатываются острые мелкие камушки и падают глубоко-глубоко вниз. Переднему колесу стало очень стыдно, ведь это опять из-за него они оказались в переделке. Задние, держись, а то мы сейчас свалимся в эту пропасть. Так они и висели, до тех пор, пока их не заметили и не вытащили. Вернулся наш велосипед в сарай почти целым. Немножко поцарапалось переднее колесо, у заднего были погнуты спицы, но самое печальное было в том, что выезжать на прогулки им больше не хотелось. Переднее колесо теперь никуда не стремилось удрать, а заднему
больше вообще ничего не хотелось. Ни прогулок, ни новых путешествий, ни набирать скорость, ни тормозить. Оба колеса висели грустные, понурые, и их почему-то даже не сдавали в починку. Но прошла зима. А весной их все-таки отремонтировали. На этот раз они оба пахли свежим машинным маслом. Их спицы одинаково и радостно поблескивали в лучах солнца. Ну что? Сказала заднее колесо переднему. Как твое самочувствие? Нормальное самочувствие. Не очень-то радостно ответила передняя. Хочешь, прокатимся сегодня куда-нибудь? Даже не знаю. Ну, смогу ли я рулить? Вечно я куда-то не туда заруливаю. Ну а ты сначала подумай, а потом рули. Да? Удивилась передняя. Так все просто? Ну, хорошо. Я постараюсь сначала думать. Давай попробуем. Давай. Стоял замечательный весенний день. Все лужи уже давно высохли, повсюду росла сочная трава. Ярко-изумрудные листья перешептывались своими нежными голосами. По дорожке скакали радостные солнечные зайчики. Какая красота! Обрадовались оба колеса. Как давно мы не бывали на прогулке! И они потихоньку тронулись в путь. Ехали они спокойно, любовались лесом и друг друга не подгоняли. Заднее колесо только удивлялось. Переднее колесо не очень-то торопится. Ну надо же, научилась наконец. И вдруг задняя заметила, что передняя стала что-то уж совсем тормозить. И вот тут, как ни удивительно, заднее колесо сказала. Ты что, переднее? Ну-ка давай, рули быстрей. Тише! Воскликнула передняя. Там впереди что-то. Да что там может быть впереди? Давай, ты же мне всегда говорила жми. Вот я и поднажму. И оно нажало на педали со всей силы. Тихо! Да ладно тебе, я сейчас поднажму на педали. Но в этот момент, вместо того, чтобы ехать вперед, передняя как-то неуклюже вывернула руль, и оба колеса скатились на обочину. Затормозить они не успели, и оба продолжали вертеться в воздухе. Ой, ты что наделала? Рулить, что ли, разучилась? И тут вдруг рядом с ними раздалось тревожное коря-коря и пи-пи-пи. Что это? Да это утка с утятами. Если б я сейчас не свернула в кусты, ну мы бы раздавили утенка. Да ты что? Я же его не видела. Вот мне и пришлось в кусты прыгать. К счастью, на этот раз велосипед не пострадал. Его почистили от грязи, отмыли, вытащили застрявшие сосновые шишки и листики. И все стало как прежде. Спицы сияли радостно, а шины были прекрасного черного цвета. Но теперь в жизни нашего велосипеда все изменилось. Дела пошли, как по накатанной дорожке. Передняя стала внимательнее и правильнее рулить, а задняя вовремя набирать скорость и тормозить. И они начали так слаженно двигаться, что больше наш велосипед не попадал ни в какие передряги. Ни во враги он не попадал, ни на обочину не выскакивал. Теперь все получалось, ладно и вовремя. Торопись, не спеша. Понравилась тебе сказка? Чудесная сказка! А хочешь, прокачу? Хочу, конечно, только завтра. Завтра покатаемся. А сейчас пора ложиться спать. Ой, точно.